Мы жили, не тужили, загадили экологию, насоздавали массу ненужных вещей, выкачивали газ, нефть, заколачивали деньги, а сколько оружия изобрели, а сколько еды выкинули, просто не сумели съесть. И вдруг пришел коронавирус. Откуда он возник? Почему вогнал нас в такой стресс? Причина одна – мы не соответствуем природе. Закон ее – гармония и жизнь для других. Наш закон – дисгармония и жизнь для себя. И получается, что мы – венец природы. Совсем не венец. Это мы порождаем все искажения на более низких ступенях – животной, растительной и даже в неживой природе. На неживом уровне вызываем тайфуны, извержение вулканов, глобальное потепление. На растительном вскоре придем к тому, что нам нечего будет есть. А на животном, вот, пожалуйста, появляются новые вирусы, и их могут быть тысячи. И все это творим мы, вот этими своими руками. До сих пор человечество не сообразило, что все это порождение эгоизма, что это он причина всех несчастий в мире. Это эгоизм заставляет нас получать и получать ради себя любыми способами. А в последнее время он совсем обезумел, создавая обилие ненужных вещей, машин, развлечений. 90% наших товаров никому не нужны. Все организовано в цепочке, где каждый производит свою часть и передает другому. А самый последний в цепочке все выбрасывает, для того, чтобы можно было начать весь процесс заново. И нам плевать на то, что мы гробим экологию, нам плевать на будущие поколения и на саму природу. Мы думаем только о себе. И как результат природа наказывает нас коронавирусом. И особенен он тем, что бьет по каждому лично. Тайфуны, пожары, засухи, даже войны кого-то задевали, а большинство нет. А вот вирус вдруг все перевернул. Мы замерли в страхе и ощущении, насколько же мы все связаны. Каждый держит в руках краник и может перекрыть тебе кислород в любой момент. Чихнули на тебя в прямом или переносном смысле, и все. Вот это и есть земной шар сегодня. Вирус подвел нас к решению, уже подвел, что нам придется понять, что лучшее лекарство от вируса – объединение между людьми. Не то эгоистическое, когда я думал, что я с него смогу поиметь, а другое, когда я думаю, что я ему смогу дать, чем помочь, порадовать. И если мы так начнем мыслить и действовать, то эпидемия вместо вреда принесет нам огромную пользу. Она очистит нас от всякого мусора. Сократится производство ненужных вещей. Никому не придет в голову гоняться за последним писком моды, только чтобы похвастаться перед остальными. Мы перестанем судорожно копить деньги, работать на никому не нужных работах, только чтобы работать. Наступит эра производства нормальной, красивой и добротной одежды, здоровой пищи. Политики перестанут грызться, ссорить людей, а наоборот, будут цениться пониманием того, что без взаимного поручительства никак нельзя. И тогда мы увидим, как изменится мир. И все это благодаря тому же вирусу, потому что мы проникнемся законами того, кто послал нам этот вирус, законами природы, и поймем, что она давно уже звала нас к себе, только мы не шли, занятые собой. Вот так мы и раскроем прекрасный, чистый мир, проникнутый любовью и заботой, и, наконец-то, поймем, что же такое настоящее счастье, которое мы так долго искали.